Один из проверенных и надежных способов в борьбе против экстремизма и терроризма – это профилактические встречи с молодежью, считают организаторы. Ведь именно молодые люди – главная цель вербовщиков. Религиозные деятели, в свою очередь, рассказывают студентам, чем заканчивается для людей выбранный ими неправильный и порицаемый в исламе путь. Люди, которые попадают туда, в Сирийскую Арабскую Республику, соответственно, у них забирают и телефоны, и паспорта для того, чтобы у них не было возможности вернуться обратно. Почему? Потому что желание вернуться обратно проявляется с первых же дней их участия в этой войне. Все чаще на крючок экстремистов попадаются пользователи социальных сетей. Порой, не зная или, может, даже стесняясь обратиться к богословам, молодежь с вопросами на религиозные темы обращается к виртуальным проповедникам, не задумываясь, что на другой стороне сетевой паутины могут оказаться вербовщики. Именно поэтому на таких встречах студентам объясняют, что ответы на возникшие вопросы лучше узнавать у богословов. Самая главная цель, чтобы они думали, самое главное для них вызывать сегодняшний день или джихад, это, конечно, ухаживать за их родителями. Это трудиться в учебе, уважать своих преподавателей, быть полезными своему обществу, своим родным людям. И важность, конечно, она, можно сказать, даже немерена. Но все это дополнительно, но самое основное, это, конечно, воспитание дома. Какое воспитание человек получает дома. Такие встречи и живой диалог между молодежью и богословами, безусловно, дают свои плоды. Молодые люди уже осознают свою долю ответственности. Узнал очень много нового. Желательно, чтобы такие мероприятия проводились почаще, потому что сейчас очень много разных нововведений, ты слышишь оттуда, отсюда, и очень бы хотелось услышать мнение специалиста. Экстремизм – это зло на сегодняшний день, это одна из главных бед человечества. Многие, наверное, приписывают экстремизм к исламу, но ислам к этому не имеет никакого отношения. Я не могу сказать, откуда это взялось, но они как-то пытаются это к этому приписать, и так страдают не только мирные люди, но и все мусульмане мира. Как обезопасить себя и своих родных? Как не стать жертвой вербовщиков и что заставляет молодежь уезжать в Сирию? У студентов, самых активных пользователей соцсетей, свое видение ситуации. Молодые люди уверены, подобные профилактические беседы, безусловно, помогут более бдительно относиться к экстремистским публикациям. Все эти разговоры, профилактические беседы и встречи в учебных заведениях, передачи по телевидению будут бесполезны, если в каждом доме родные и близкие люди не будут уделять пристального внимания интересам и предпочтениям своих детей. Вся вот эта тема, которую мы сейчас видим, я вижу, что вам не безразлично, вот настолько вы внимательно сидите, слушаете. Меня это очень порадовало, я думаю, что вот коллеги, которые со мной сидят, тоже это видят. А дойти до всех довести никто не может. Но даже часть, которая здесь поймет, что где-то здесь то, что мы говорим, где-то правильно, то я считаю, что мы достигли того, что мы хотели. За последнее время, благодаря совместным усилиям родственников и руководства республики, удалось адаптировать к мирной жизни большое число молодых людей, оступившихся и осознавших свои ошибки. А значит, и такие мероприятия никогда не лишни. Поэтому организаторы планируют проводить встречи с молодежью во всех учебных заведениях республики. Тамерлан Хухоев, Исмаил Гатагажев, Джамалил Тамасханов, Новости 24.